В этот день на Гудаутском причале собрались ветераны военно-морских сил со всей Абхазии. Ведь именно здесь создавался флот, отсюда выходили на боевое задание катера, моторные лодки и баржи, которые оказывали нашим бойцам огневую поддержку с моря. А командующим Гудаутского дивизиона был капитан первого ранга Александр Воинский. Перед войной он был капитаном большого торгового судна, материально обеспеченным человеком. Но услышав о начале войны, он, уроженец Сухума, бросив все, вернулся в Абхазию и возглавил Гудаутский дивизион. Боевые друзья решили увековечить память своего командира. Так, благодаря усилиям ветерана флота Султана Гысба, был восстановлен катер, которому было решено присвоить имя Александра Воинского. О мужестве, храбрости и военной смекалке Воинского ходили легенды. Вот как вспоминают о нем ветераны флота, знавшие Александра Воинского еще в мирное время. В Сухуми же работал капитаном Рассиняй, был такое научное судно. Оттуда он уехал на север работать. И тут началась война, когда он услышал о том, что в Абхазии война, он был то ли на Диксоне, то ли в Ямале, где-то там. Когда он это услышал, он бросил все со своим товарищем одним, Сашей, тоже Саша, приехали сюда. И приехал непосредственно вот на этот причал. Я подошел к нему, удивился я, что увидел здесь, это его не было. Он говорит, я говорю, Сан Саныч, откуда ты здесь взялся? Слушай, Боря, говорит, мы отсюда уехали, говорит, а сейчас будем выщебать их отсюда. Дословно. Он свое дело знал и не боялся ничего, и молодых многих ребят воспитал этому духу. Вроде бы он нигде в военных действиях не участвовал, но все свои дела делал, как будто он это дело уже школу прошел. Он настолько близко подходил, что его можно было автоматом взять. Бесстрашно подходил. И когда его увидят, что он подходит, он дымовые шашки, баки были, дымовые шашки, зажигал, бросал в воду и уходил. Для того, чтобы вычислить на берегу, где они сидят. Сюда, в Гудауту, в этот день приехали и родные Воинского, его сын Александр и вдова Елена. Я хочу поблагодарить его боевых товарищей, его друзей. Они никогда нас не забывают после того, как не стало Саныча. И я очень благодарна, что произошло сегодня это событие. Назван катер, теплоход его именем. Это будет не только теперь на словах, но это будет видно всем, и подрастающему поколению, и его внукам, и детям. Очень приятно. Спасибо всем. Отныне катер Александр Воинский будет использоваться по своему прямому назначению, радуя детей и взрослых морскими прогулками. Инвер Раджения, Адам Раджения, Абхазское телевидение.